Потенциал таджикско-кыргызского переговорного процесса исчерпан? Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, что будет дальше и как должны продолжаться переговоры. Подписывайтесь на наши обновления и точно будете в курсе всего самого актуального. Несмотря на агрессию и весь этот негатив, мы убеждены в том, что единственным ключом для решения всех имеющихся проблем на таджикско-кыргызской границе является переговорный процесс, которому нет другой альтернативы, заявил на брифинге 19 сентября заместитель министра иностранных дел Таджикистана Садик Имами. По его словам, несмотря на абсолютно неконструктивную политику соседей, мы полагаем, что далеко не исчерпали потенциал двустороннего переговорного процесса. Мы готовы пошагово решать вопросы любой сложности в конструктивном ключе с учетом взаимных интересов, сказал Имами. Для этого, по его словам, надо реализовать следующие шаги. Последовательно осуществить все подписанные документы, демилитаризировать приграничные территории, оставить на границе только пограничные наряды. Как сообщили источники, в администрации Сагдийской области ночь в приграничных районах, к счастью, прошла спокойно и происшествий уже не было. Обстановка по всей линии таджикско-кыргызской границы оценивается как стабильная. Причин для беспокойства нет. Жители возвращаются к прежней жизни, сказали в ведомстве. А как вы думаете, будут ли продолжаться переговоры и как их нужно вести? Почему они до этого не давали особых результатов? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. А главы комитетов национальной безопасности ГКНБ Таджикистана Саймумин Якимов и Кыргызстана Камчыбек Ташиев 19 сентября подписали очередной протокол о стабилизации ситуации на границе и установлении мира между странами. Об этом сообщили в пресс-службе председателя Сагдийской области Республики Таджикистан. По данным источника, встреча проходила на территории погранзаставы Гулистон Таджикистана. Саймумин Якимов и Камчыбек Ташиев обсудили вопросы обеспечения стабильности в приграничных районах Таджикистана и Кыргызстана, а также подчеркнули обязательность соблюдения режима прекращения огня, сообщил источник. По его словам, подписанный договор состоит из 3 пунктов. Отвод войск с линии границы в места постоянной дислокации. На границе двух стран останутся только погранотряды. Продолжить процесс по урегулированию приграничных вопросов и нормализации ситуации в приграничье. Также сообщается, что после встречи к кыргызской стороне были переданы 4 пограничника, которые оказались в плену 16 сентября в ходе акта агрессии Кыргызстана против Таджикистана. Между тем, как сообщили жители приграничных районов в беседе, также подтвердили, что ситуация стабилизируется и обстановка спокойная. Ситуация на границе Таджикистана и Кыргызстана обострилась, напомним, 14 сентября. Закончилось все 17 сентября. Очень надеюсь, что сегодня подписанный протокол взаимопонимания, который мы зачли в нашей комиссии уважаемым Сальмом Сатаровичем, будет приносить мир в наши страны. Я уверен, что мир всегда лучше, мир всегда будет, и за этот мир мы будем стараться. Наступит настоящий мир на наших государственных границах. А как вы относитесь к таким договоренностям и верите ли вы в то, что они будут исполнены? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.